Опередить соперника, передать точный пас и забросить мяч в кольцо. Побороться за первое место в уличном баскетболе собралось 13 команд. Турнир объединил участников как с нашей республики, так и различных регионов страны. Соперники – команды из Чечни, Северной Осетии и Ставрополя. В регионе они впервые. Спасибо огромное за приглашение, спасибо огромное за дружескую такую встречу. Ну а сегодня мы попробуем с местными баскетболистами показать красивую игру. Мы с огромным удовольствием с местными ребятами выясним по-спортивному, кто сильнее. Хочется, конечно, огромное спасибо сказать организаторам за то, что такой реально очень хороший, красивый праздник. Дай Бог, что обойдется без травм и победит сильнейший. Если честно, я не знаю, какой уровень здесь, но по всему видимому биться надо будет в любом случае. Баскетбол и уличный баскетбол – это отдельные виды спорта со своими правилами. В каждой команде 3 игрока и 1 запасной. Игра проводится на специальной площадке 3х3 с одной корзиной и длится около 10 минут чистого времени или до 21 очка. Стрит-баскет, по-другому уличный баскетбол для региона спорт хоть и новый, но, как оказалось, есть немало ингушских команд, которые занимаются им уже не первый год. Одна из них – Ямайская. В первой игре наши спортсмены играли с командой из Грозного. Мы очень редко играем, очень редко собираемся, чисто как любители. Поэтому, конечно… Побольше тренировок, да? Да, вот поэтому мы и проиграли, одним словом. Ничего, сейчас вторая игра будет, у нас соперники довольно сильные были, но рост, можно сказать. На подборе было сложно хватать мяч, забирать мяч, поэтому, к сожалению, мы проиграли. Впрочем, выигрыш или поражение роли не играют, делятся капитаны команд. Главное – получить опыт от игры с более сильным соперником. Ведь и в нашей республике такие соревнования по уличному баскетболу с участием других регионов проходят в первый раз. Организаторы – Совет депутатов города Магаса совместно с администрацией столицы. Мы прежде и сейчас у нас цель одна, чтобы все-таки популяризировать игровые виды спорта. Они у нас в республике немного отстают, и поэтому вот такие вот мероприятия, уличный баскетбол, что-то молодежное, мне кажется, это все равно привлекает молодежь к спорту. У нас с удовольствием сегодня откликнулись наши ребята с республики поиграть. И я думаю, что это очень зрелищное такое мероприятие для республики. Кроме грамот и кубков от организаторов, победителей ждет и денежный приз от главы города Магаса. Получили его в этом соревновании команда «Дикий Юг» из Грозного. Второе место за Северной Осетией. Третье почетное получила команда из Екатеринбурга. Дана Плиева, Магомед Белакиев. Новости 24.